Мы находимся внутри развернутого пункта теплого МЧС. И здесь, видите, находятся врачи. Сейчас мы поговорим с Евгением Кононовым, представителем спеццентра. Что здесь вообще происходит? Добрый день, Олег. Сегодня спеццентр проводит у нас экспресс-тестирование асоциальных граждан на ВИЧ-инфекцию, на вирусный гепатит Б, вирусный гепатит С. И вот рядом с нами находится Ярк КВД, они проводят экспресс-тестирование на сифилис. Вот, на все социально значимые заболевания обследуют. Кроме вас еще? Кроме этого, здесь находятся представители врачей Якутского республиканского наркологического диспансера. Они проводят экспресс-тестирование на мочи на содержание наркотиков. Кроме этого, здесь находятся врачи с НПО «Фтизиатрия». В общем, всех социальных граждан, которые пришли, обратились к нам, они проводят их, обследуют на ФЛГ. Евгений, вы уже не 7-й раз участвуете в данной акции, да? И я так посмотрел, ваш какой-то опыт уже наработан. Вообще, в принципе, забор на анализ, а потом что происходит? Мы проводим скрининг в первую очередь. Если мы, конечно, выявляем подозрения на наши инфекции, то мы их дальше обследуем. Мы их везем к нам в спеццентр или в КВД. Вот, и уже дальше их там раскручиваем. Они сдают анализы классическими методами из вены. Вот, и тем самым они, в общем-то, диагноз или подтверждается, или исключается. Но на примере прошлых акций мы просто подтверждаем наши случаи. Обычно у нас диагностика очень точная. Они подвергаются потом лечению, дальнейшему направлению на лечение. Эти все, в общем-то, выявлены, они, конечно, у нас находятся на диспансерном наблюдении и учете, мы их наблюдаем. Если это, в общем-то, сознательные граждане, то они, в общем-то, у нас проходят лечение. Лечение, хочу сказать, что добровольно бесплатное. Вот, если они желают, но если не желают, то они, конечно, могут исчезать. Вот за 7 акций сколько выявлено именно в этой акции больных? Именно по ВИЧ. Ну, не только ВИЧ, наверное. Но основной акцент у нас, конечно, на ВИЧ-инфекцию. Вот за время предыдущих акций мы где-то выявили первичных 7 человек. Вот, и считаем, что это много, и вообще первые случаи, конечно, нас немножко встревожили. Все-таки мы как-то до последнего не ожидали, что именно в этой категории граждан. Ну, в 4 первых акциях мы сидели вообще, у нас все было чисто, да? А потом в 2 предпоследних мы вдруг стали выявлять, вот, и нас это тоже, конечно, насторожило. И это, в принципе, тоже неблагоприятный фактор. Кроме этого, мы выявили не только ВИЧ-инфекцию, но и сифилис. У нас выяснилось, что данная категория граждан, она подвержена всем классическим социальным заболеваниям. Это сифилис, туберкулез и ВИЧ. И на сегодняшний день эта акция необходима? Считаю, что это очень необходимая акция. Она позволяет, конечно, диагностировать вот эти, во всяком случае, инфекции. Я уже молчу про социальную значимость, да? А именно вот по медицинской части могу сказать, что именно чем раньше мы выявим этих больных, тем мы раньше их возьмем на диспансерное наблюдение и учет. И, соответственно, прогноз будет уже, конечно, намного выше. И в плане распространенности тоже самый главный важный фактор. Мы, так скажем, можем остановить распространение вот этих инфекций в этой категории, в кругу этой категории граждан. И я знаю, что спеццентр я не знаю, может это правильно может говорить, и испробует новые технологии, да, экспресс-анализа. Да, Покажете новый сейчас или еще какой-то следующий? Дело в том, что принцип один экспресс-анализа основаны на иммунохроматических анализах, да, но тест-системы разных фирм. И хочу сказать, как врач, как практик, да, что некоторые тест-системы работают лучше, быстрее, а что-то немножко похуже, подлительнее, да. Но факт, что мы все это, в общем-то, используем, испытываем, апробируем. Но сейчас это не так, как в прошлые года. Конечно, забор крови, ББ,
Сейчас просто, да? Все намного проще, Можно да, показать? да, конечно, проходите. Кровь берется из пальца, исследуем, обрабатывается стерильной салфеткой. Вот, используем одноразовые стерильные ланцеты автоматические. И микропипеткой, тоже стерильной, берем кровь и капаем вот на тест кассету. Кассета, она что, сразу определяет или что? Нет, она не определяет, она просто, на ней находится специальный реактив, нанесенный, который позволяет в общем-то, видеть определенные антитела. Это иммунохроматографический анализ, самый современный на сегодняшний день. Довольно-таки является он альтернативой иммуноферментового анализа, классического из вены. И в полевых условиях вот таких, да, он очень эффективен и очень информативен. Ну и вот разные тест-системы разных фирм мы используем, и в общем-то это тоже апробация, это опыт, мы можем сказать, на чем лучше работает, на чем хуже. А вот хотелось бы узнать, забор анализов здесь тоже новые какие-то системы? Здесь тоже вот используется это вот врач-лаборант из Якутского республиканского кожно-венерологического диспансера. Здесь тоже вот используется экспресс-тестирование на сифилис. Здесь тоже используются тест-полоски. Вот они, да, вот можете посмотреть, да. Тут принцип тоже иммунохроматографический, тоже очень высокоточный метод диагностики. Например, в прошлой акции мы использовали параллельно комбинированные тесты на ВИЧ-сифилис, и вот параллельно были с КВД, и у нас, в общем-то, расхождений не было. Даже их положительные с нашими подтвердились, и наши подтвердились с ихними. То есть довольно-таки это точный метод. Вот это взаимодействие и говорит о том, что все-таки, оказывается, можно какие-то совместные, даже в анализах, все-таки найти общие точки соприкосновения.